Здравствуйте, меня зовут Сигаева Эльмира, я занимаюсь студией сувениров во Дворце детского творчества. Тема моей исследовательской работы – изготовление сумки по технике текстильного гербария. В современном мире возникает потребность вовлечения детей к творческому труду. Узнав о том, что текстильный гербарий валяние шерсти стал очень популярным видом декоративно-прикладного творчества, вдохновившись работой известной художницы Анны Анниковой по созданию текстильных рюкзаков и сумок, мы решили сшить сумку, используя бисероплетение, акриловые краски, а также технику смешанного валяния. Способ сухого и мокрого валяния. Актуальность нашей темы является в том, что в республике Саха-Якутия в последнее время часто происходят пожары. В связи с этим многие растения исчезают, а экосистема стоит на грани исчезновения. Мы решили создать изделие, на котором будет изображен один из редких видов растений, символизирующий красоту природы Якутии, занесенная в Красную книгу. Цветок сардана. Наша работа будет являться пропагандой защиты природы. Гипотеза для исследования о том, что техника изготовления сумки будет намного эстетичнее, если будут использовать натуральные экологические материалы. Целью исследования – изготовить сумку по технике текстильного гербария. Объект исследования – сумка по технике текстильного гербария. Предмет исследования – техника изготовления текстильного гербария. Задачи – изучить историю возникновения сумок, изучить традиционную методику валяния вышивки, изучить роспись акриловыми красками, составить план работы, рассмотреть виды сумок, выполнить дизайн-анализ, приобрести все необходимые материалы для изготовления. Метод исследования – эмпирический опрос, анкетирование, анализ, синтез, обобщение, практическая работа, изучение теоретического материала. Практическая значимость. Материалы данной исследовательской работы могут быть использованы на уроках технологии, мастер-классах, а также в домашнем обиходе. В наших северных условиях такие сумки будут экологичны, практичны и морозостойки. В нашем изделии вы можете наблюдать смешение многих техник. Это текстильная аппликация, вышивка нитками мулине, роспись акриловыми красками, два вида вышивки, машинная и ручная, и добавление объемных элементов для шерсти по технике валяния. Работа шла поэтапно. Для начала создали эскиз сумки, затем наложили образ и выполняли все пошагово. Лето в Якутии очень короткое, за это время здесь растут самые красивые растения. Природа щедро покрывает яркими красками нашу землю, такими редкими, как цветы сардана. Издревле почитаемый цветок якутским народом. Символ красоты, природы, долгожданного лета. Счастье, благополучие, яркие колокольчики и мелкие цветочки, которые своей миниатюрностью добавляют нежность. Все эти красоты необъятной природы мы отразили в изготовлении нашей сумки текстильный гербарий, чтобы кусочек лета всегда присутствовал рядом даже в суровую зиму и напоминал красочное лето. Техника изготовления текстильного гербария. Составить эскиз, сделать выкройку, техника валяния, рассмотреть виды валяния, роспись акриловыми красками, вышивка нитками мулине, ручная, машинная, приобрести все необходимые материалы, поэтапно вышить изделие. В заключение хотелось бы отметить, что нам очень понравилось изучать историю валяния и применять ее на практике. Также узнали о свойствах акриловых красок и нитевой техники мулине. В процессе исследовательской деятельности нами было изучено искусство текстильного гербария и валяние шерсти с древности до современности через знакомство с историей его возникновения и развития. На собственном опыте убедились, что для мокрого валяния требуется только натуральная шерсть, которая обладает высокой влагоспособностью, а при сухом валянии можно добавить шерсть, которой добавлять кусочки искусственной шерсти. Освоили различные виды техник в добавлении работы, планируем создать свою серию в национальном стиле и презентовать их на уроках технологий, а также показывать мастер-класс взрослым и детям. По итогам анкетирования хотелось бы отметить, что не все сверстники знакомы с такой техникой, но все были весьма увлечены, что вдохновило нас работать дальше по этой теме. Таким образом, считаем, что цель и задачи нашего исследовательского и творческого проекта достигнуты. Спасибо за внимание.